Именно так должна выглядеть идеальная мусорная площадка. Здесь есть контейнеры для пищевых отходов, стекла, макулатуры, пластика. Освещение осуществляется за счет солнечной батареи. В общем, супер экологично и красиво. Но такое редко где увидишь. Именно эта площадка находится на территории Аграрного университета. Для отдельно взятой контейнерной площадки мы установили, разработали специальную программу заполняемости контейнерных бачков. Это вот имеется планшет. На этом планшете мы установили программу совместно с энергетическим факультетом. В планшете видно, каким образом заполняется мусорный бак номер 1, номер 2. Его заполняется на определенные периоды. Например, макулатура заполнилась, датчик срабатывает, и он показывает, он заполнен. Можно его вывозить, соответственно. Если вывозит машина, он определяет периодичность, чтобы она пустой не приезжал и полупустой не выезжал. Соответственно, это показывает о том, что как раз-таки экологический след от транспорта снижается. Да. Подобные площадки установлены на всей территории вуза и студенческих общежитий. Более того, в рамках учебной деятельности студенты проводят исследования и определяют морфологический состав отходов. Исходя из этого, принимается решение, где поставить больше баков для сбора макулатуры, а где для стекла. Например, возле студенческой столовой в основном баки для пищевых отходов. Это позволяет избежать ситуации, которые мы часто встречаем в уфимских дворах, где пытаются организовать раздельный сбор. Мы заключили с региональным оператором в плане того обслуживания. Например, для вывоза несортируемых отходов мы обращаемся к специальному оператору, так как он только может его утилизировать. А те части, которые имеет университет, сам может реализовать или сдать, это реализуется самим университетом. И более того, сказать надо, мы тем самым экономим средства, мы бережно относимся к экологии, мы бережно относимся к тем материалам, отходам, которые образуются на территории университета и ближайших наших общежитий. Именно благодаря такому экологичному подходу Башкирскому аграрному университету по итогу прошлого года удалось возглавить рейтинг зеленых вузов России. Всего в него попали 42 высших учебных заведения страны. Оценка складывалась из нескольких критериев: окружение, инфраструктура, образовательная и научно-исследовательская деятельность, культура общения с отходами, водосбережение и энергосбережение, снижение транспортного следа, ответственные закупки, лесовосстановительные и лесосберегающие мероприятия. Но в частности, за нами здесь на территории университета выставлены различные композиции ландшафтного дизайна. Эти композиции сделаны силами студентов. То есть во время занятий они все это проектировали, а уже на практических занятиях они реализовывали в жизнь. Рейтинг зеленых вузов России призван задать планку экологичности университетов нашей страны. По сути, это помощник и навигатор по сокращению экологического следа, реализации зеленых практик и формированию экологической культуры в вузовской среде. Но наш рейтинг не только оценивающего характера, но и формирующего. То есть, участвуя в нем, вузы могут увидеть свои сильные стороны, оценить свой потенциал, то есть увидеть направления, в которых стоит усилить свою деятельность и развивать их глубже, чтобы повысить индекс экологичности. Порадовал девиз Башкирского государственного аграрного университета «Нам доверено заботиться о земле». Это говорит о серьезном подходе администрации вуза к подготовке будущих кадров, которые выйдут в свою профессиональную деятельность и будут принимать решения на основе бережного и мудрого взаимодействия с окружающим миром. Сама направленность вуза напрямую связана с природой. Так, например, у университета имеется 2000 гектаров леса и учебно-опытное хозяйство, где студенты ведут исследования, опять же соблюдая так называемые зеленые принципы. Люди стараются заботиться о своем здоровье, и в первую очередь, конечно же, это продукты питания. То есть в этом направлении мы также активно занимаемся, активно ведем работу. Есть у нас опытные поля, как я уже отмечал, там мы проводим исследования именно без применения химических средств защиты растения, с биопрепаратами. Ну и то, что касается благоустройства, здесь тоже также мы стараемся использовать биопрепараты, то есть без применения химических средств защиты растения. В этом году тройку лидеров вместе с Башкирским аграрным университетом разделили Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Донской государственный технический университет. Рейтинг зеленых вузов проводится каждый год. Регистрация на участие в следующем начнется уже в декабре. Анастасия Худик, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.